Это один из самых ярких представителей крымско-татарской культуры. Он был не только живописцем известным, но и очень известным вокалистом. Он был художник и известный исполнитель крымско-татарских народных песен и известных арий из опер, в частности, из оперы Чайковского «Евгений Онегин» он исполнял арию Ленского. И друзья, поклонники художника назвали его татарским Лемешевым. А в течение почти всю свою жизнь его называли Лирик Мемет в кругу близких. Это был очень честный, порядочный, интеллигентный, мягкий человек. Он хорошо знал мировую литературу и часами мог читать любимого Александра Сергеевича Пушкина. В 1928 году поступил в студию академика живописи Николая Семеновича Самокиша. Он оказался после 1944-го в 1945 году в Кайракуме, город Кайракум, Таджикистан. И несмотря на очень большие сложности, трудности, он стал писать, рисовать, участвовать на выставках. И в 1962 году его приняли в Союз художников СССР. Был известен как живописец уже в Средней Азии в период депортации. Основным жанром, любимым жанром становится пейзаж. Пейзаж настроения, лирический пейзаж. И вот в этом как раз жанре, в этой разновидности пейзажа он наиболее полно проявляет вот эту утонченность, вот это гармоническое сочетание, очень тонкое сочетание цвета, вот эту воздушность, красоту и восторг от окружающей природы. Он находил красоту в самом простом, может быть, незначительном таком. И вот это его отличало от других художников. Он не стремился к каким-то таким эффектам очень броским, чтобы сразу привлечь внимание зрителя. И вот это знание и любовь к поэзии, к музыке, конечно, способствовало тому, что он был признан как очень тонкий колорист, и работы его отмечались. И вот в тот период, когда он учился в студии Самокиша, он посещал учителя по вокалу. Ему поставили голос драматический тенор. В 1930 году его пригласили в радиокомитет крымско-татарский. Туда же была приглашена Сабрие Эреджепова, где они в течение многих лет исполняли самые лучшие произведения крымско-татарской, можно сказать, народной классики и арии из опер. Арии из опер исполнял Мемет Абселямов. Это были известные певцы, вокалисты, и в 1934 году они поженились. Мемет Абселямов стал вторым мужем очень талантливой, любимой народом певицы Сабрие Эреджеповой. И в основном в довоенный период он писал такие произведения, где как бы выражалось его отношение, его видение жизни простых людей, рабочих, людей трудящихся и так далее. Умение понять родную природу, суметь ее выразить, этот особенный свет, освещение, яркость красок и вот эта любовь и искренность. Эта искренность, она вообще характерна для крымско-татарских художников как в прикладном, декоративно-прикладном искусстве, так и в изобразительном искусстве, то есть в живописи, графике,